Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей и завершилась победой советских войск. Она явилась одним из важных этапов на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. В ней участвовало множество ингушских солдат, в том числе и Магомед Хасанович Албогачиев. Вдова ветерана Тамара Албогачиева о боевом пути супруга практически не знает. О пройденных испытаниях он никогда не любил рассказывать. She خليتش تيفالرت ونافرت هما يا داقل دترسو آخين اسقال ناخت اسقال على ديجواترس شيلرت ناخت رغلق تاني غير غلق لرت دول شي ناخت ديكي ولش. Магомед Албогачиев родился в 1912 году. В 19 лет окончил землестроительное топографическое отделение Ингушского зоотехнического ветеринарного техникума. До начала войны работал в правоохранительных органах Галашкинского района Ингушетии, порой в тяжелых условиях, где были плохие дороги и никакой связи. Магомед, тем не менее, всегда брался за самые трудные задания. Он был умудренный жизненным опытом человека. Он прошел тяжелый жизненный путь. Он с детства, у него было тяжелое детство, работал, поднимали семью, потом ушел в армию. Магомед Албогачиев воевал в составе 255-го чечено-ингушского кавалерийского полка, который с самого начала Сталинградской битвы принимал в ней активное участие и не раз шел в атаку на передовой. В августе 1942 года полк, прикрывавший отход советских войск, был атакован частями 78-го немецкого танкового корпуса в районе города Котельниково Волгоградской области. В ходе боя были подбиты 4 танка и уничтожены десятки фашистов, но и полк понес тяжелые потери в личном составе, снаряжении и лошадях. С учебки, поскольку других резервов не было, их бросили на танки. И он говорит, как, это же самоубийство, вы же бросаете, говорит, новобранцев, это же самоубийство для них, клонится на танки. А командующий отвечает, у меня, говорит, другого резерва нет. То есть это приказ, его надо выполнить. Ну, те говорят, конечно, есть приказ, это война, и выбирать не приходится. Ну, и они с честью выполнили, им было не предложено, им был приказ часа полтора-два продержаться. Они продержались почти 2 суток. Известно, что в одном из сражений у села Анастасиевка под Ростовом-на-Дону Магомед был сильно ранен. С поля боя его вынес Магомед Чучаев, видный государственный деятель Карачаево-Черкесии и депутат Верховного Совета СССР, а на тот момент комиссар кавалерийского полка. Сослуживцы до конца жизни старались поддерживать дружественную связь. Магомед Албогачиев был награжден медалью за оборону Сталинграда. После войны долгое время жил в Казахстане, в Талды-Кургане, затем вернулся на родину и начал работать на предприятии «Малгобек-нефть». Активно участвовал в общественной жизни, наставляя молодых людей. Раны войны долго не заживали. Магомеда Албогачиева не стало в 1970 году. Ушел из жизни ветеран после продолжительной болезни. Его имя вместе со всеми другими на вечную память вписано в мемориальную плиту в Волгограде на территории историко-мемориального музея-заповедника. Залина Могушкова, Новости 24.